21 марта в Республике Таджикистан стартовал международный турнир по гребному слалому «Таджикистан Слалом Open 2023». Местом проведения данного спортивного мероприятия была выбрана река Варзоб. Но согласно утвержденной программе, ряд соревнований, а именно каяк-кросс, прошли на молодежном озере города Душанбе. Перед началом соревнований состоялась официальная церемония открытия турнира. Заместитель председателя города Душанбе Одилзода Дилбар Рахим поздравила гостей Таджикистана и подчеркнула, что организация подобного спортивного мероприятия является результатом постоянной поддержки сферы спорта председателем города Душанбе уважаемым Рустамом Эмомали. После окончания официальной части мероприятия стартовали соревнования. На молодежном озере прошли соревнования по гребному слалому, каяк-кросс. Как отмечают представители Федерации гребли Таджикистана, данный вид спорта достаточно молодой и на территории республики только начинает набирать популярность. Команду Таджикистана на этом турнире представляли 6 человек, 4 юноши и 2 девушки. Всего в Таджикистан Слалом Open приняли участие 7 стран. В частности, Таджикистан, Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Индия и Таиланд. Всего 16 команд, что составило 120 спортсменов. В первый день соревнования проводились в 4 типах: 2 среди мужчин и 2 среди женщин. Организация подобных соревнований в Таджикистане – это новый опыт. Но во времена СССР река Варзобу была основным местом для проведения тренировок гребцов Советского Союза, а также Германии и Америки, так как климат страны предрасположен к развитию этого вида спорта и проведению соревнований. Стоит отметить, что большая часть спортсменов представляли Россию. 5 команд из этой страны приняли участие в соревнованиях по гребному слалому «Таджикистан Слалом Open 2023». В последний день турнира состоялись индивидуальные соревнования на каноэ в типах С1 и К1 между мужчинами и женщинами, а также командные соревнования среди мужчин и женщин. По итогу соревнований в типе К1 среди женщин золото завоевала одна из известных российских гребцов, участница Олимпийских игр Токио 2020 Алсу Миназова. Серебряная и бронзовая медали также у спортсменок из России Таисии Логачевой и Ксении Крыловой. Я выступаю в 2 классах, в байдарке и в каноэ. В байдарке я вчера была только 7-я, а в каноэ я выиграла обе попытки. Трасса на самом деле классная, интересная, ее поменяли. Уровень воды сегодня чуть-чуть подупал, потому что погода становится лучше, теплее. Но от этого еще интереснее, что каждый день что-то новое появляется. Еще раз отметим, что команду Таджикистана в международном турнире по гребному слалому «Таджикистан Слалом Open» представляли 6 гребцов, 4 юноши и 2 девушки. Для Валентины Смирновой последний день соревнований выдался не особо успешным. Она заняла 11 место в типе С1 и 9 место в типе К1. Были ошибки и грубые ошибки, много штрафа. Что-то попытка не зашла, к сожалению. Но еще есть каноэ и командные гонки. Так что, думаю, сейчас чуть-чуть отдохнуть и проанализировать свои ошибки. И выступить уже лучше на следующих дисциплинах, программах. По первому дню я в каяке была 6-я, в каноэ была 9-я. Среди мужчин в обоих видах каноэ С1 и К1 первые 3 места заняли российские гребцы. Павел Котов, мастер спорта международного уровня, победитель Кубка России в гребном слаломе 2021 года и победитель чемпионата России 2022 года, приехал в Республику Таджикистан с надеждой на успех, но по итогу соревнований занял 4-е место. Золотая медаль у Игоря Михайлова, серебро у Дмитрия Хармсова. Михаил Круглов занял 3-е место. Едут все одинаково, то есть по времени друг другу не уступают, расходятся в секундах, результаты плотные. Вчера у меня 5-е место, к сожалению, не все получилось, но ничего страшного. Как говорится, кто не падает, тот не встает. Будем работать и в дальнейшем показывать намного высший результат. 17-летний гребец Таджикистана Даниил Замятин рад, что в республике прошли соревнования такого высокого уровня. И таджикские спортсмены смогли проверить и улучшить свое мастерство, соревнуясь с сильными соперниками. Стоит отметить, что Даниил занял 16 место в каноэ.
Сегодня я прошел попытку лучше, и кажется, что сегодня будет моя ступень выше. Сегодня трасса показалась мне как-то сложнее из-за того, что были пару ворот в пузырях. Из-за этого было потрачено много сил, чтобы набрать опять скорость и поехать дальше трассу. А так, я считаю, что для себя хорошо выступил. По итогам международного турнира по гребному слалому Таджикистан Слалом Open 2023 в типе К1 первое место занял Федор Зеблецуй из России. Соотечественники Федора Сергей Маминстан и Никита Губенко заняли второе и третье места. Отметим, что также прошли командные соревнования среди мужчин и женщин. По итогу соревнований во дворце Кохи-Навруз прошла церемония награждения победителей и призеров международного турнира по гребному слалому Таджикистан Слалом Open 2023. На церемонии закрытия турнира приняли участие заместитель председателя города Душанбе Одилзода Адилбар Рахим, председатель Федерации гребли Российской Федерации Сергей Папуш, а также представители Комитета по делам молодежи и спорта, правительства Республики Таджикистан и руководства Федерации гребли страны. Большую часть медалей турнира индивидуальных соревнований по гребному слалому Таджикистан Слалом Open завоевали спортсмены Российской Федерации. В командных соревнованиях наряду с командой России медали также были вручены гребцам Таджикистана, Белоруссии, Таиланда, Индии и Узбекистана. В общем зачете первое место заняла Россия, второе место у Таджикистана, третье место у сборной Беларуси. Следует отметить, что международный турнир по гребному слалому Таджикистан Слалом Open 2023 проводился впервые. Основной целью проведения этого мероприятия является прежде всего популяризация гребного слалома и празднование международного праздника Навруз.